Руслан, честно говоря, эта трагедия в Хабаровском лагере просто разрыв сердца. История вопиющей преступной халатности взрослых людей. Да, слушай, ну вот история, как сгорели дети в палатках, она, конечно, она в голове просто не укладывается, это ужасно. Ну, вообще, жизнь детей, вот этого, дороже этого ничего быть не может. Ну, Алсу, вот люди моего поколения, да, мы все прошли через лагеря, ну, не через исправительно-трудовые, а через пионерские лагеря. Это была настоящая школа взросления, а вот то, что осталось на развалинах этой большой, мощной системы пионер-лагерей, конечно, вызывает кучу вопросов. Руслан, но эти лагеря кто только не проверяет. Роспотребнадзор, МВД, МЧС, различные чиновники, Минобр. Но ведь у них, у всех наверняка есть дети. Ну сколько можно видеть эти трагедии? Ну, как говорится, ВОЗ и ныне там. Ну, слушай, опять же, да, на свой опыт сошлюсь. Да. Мы все ходили в походы, мы жили в палатках, там, без лишних формальностей и удобств. Все было нормально. Но сейчас, конечно, время другое. Я понимаю, каждый хочет для своего ребенка максимального комфорта. Ну, что я говорю? Это их право, это их право, конечно, это наше право родительское. И поэтому я предлагаю сегодня разобраться вот в этой важнейшей актуальной теме, как сегодня устроена система детского летнего отдыха. Я думаю, всем будет интересно. Давай поговорим. На фоне ужасной трагедии в Хабаровском крае, где сгорел палаточный лагерь и погибли на сегодня уже 4 детей, Башкирия кажется благополучным регионом. Но не все безупречно и у нас. Буквально 1,5 месяца назад в Бирске похоронили погибшего в лагере 15-летнего Максима Маркова. Кто виноват в его смерти, сейчас разбирается следствие. Как водится, проведенная после ЧП проверка выявила вопиющие нарушения в организации детского лагеря. Конечно, ничье наказание не вернет к жизни подростка. Трагедия на Сямозере в Карелии в 2016 году, когда утонули 14 детей, привела к тому, что с января 2017 года в России начал действовать закон, устанавливающий единые требования к организации детского отдыха. Но очевидно, что этого недостаточно. Мы с Алсу Сликаевой, нашими гостями в студии, честно говоря, сегодня обсудим, почему ЧП в детских летних лагерях случается с пугающей регулярностью. Что это? Трагические исключения или системные сбои? Нам удалось своими глазами посмотреть на условия отдыха детей и сложить собственное впечатление. Посмотрим сюжет. Директор Уфимского детского лагеря «Черемушки» встречает комиссию из депутатов и общественников со словами, мол, вы уже 20-е проверяющие в этом году. Хорошо, а кто проверял? Так, Роспотребнадзор постоянно приезжает, МЧС, ОДН. Общественники приезжают? Приезжают, педколлектив, не помню. Если надзор такой зоркий, значит и нарушениям нет места. Территория у лагеря чистая, просторная, корпуса с виду ухоженные, дети заняты играми. Но уже за первой кулисой первый незачет. Кто здесь курит? Вожатые? Наверное, да? Вы директор лагеря, не можете не знать о курительном месте вашего лагеря. Красноречивая бутылка из-под шампанского, торчащие штыри сломанной мебели, свисающие сухие ветви, нескошенная трава. Все это за каждым корпусом. В медпункте дети наедине с горой лекарств. Фельдшер клянется, вышла на секундочку. В столовой тоже нарушение дисциплины и порядка. А крошка когда была сделана? У самих детей замечаний нет. В лагере уже 3-я смена. Все путевки были проданы уже весной. Отдых очень классный. Мы ходим в бассейн, процедуры очень много. До трагического события в Бирском лагере «Чайка» проверяющих комиссий тоже было много. И не один год. Замечания и предписания повторялись из сезона в сезон. Флагшток, который 3 июня упал и задавил насмерть 15-летнего Максима Маркова, должен был быть демонтирован еще 2 года назад. Но и после смерти подростка на территории лагеря, как показала проверка, мало что поменялось. Например, необорудованный доступ к воде по-прежнему открыт. Это требований нет? Или, может быть, все-таки нам надо это предусмотреть? По линии пожарного надзора наши функции не входят в обеспечение на воде. Ставим на территории через 20-30 метров знаки, таблички, что купание запрещено. Здесь надо все-таки продумать ограждение. У членов рабочей группы много было вопросов и к недостроенному бассейну, как к месту для квеста, и к изношенным качелям, которые в любой момент могут рухнуть, и к штырю от сломанного грозоотвода, висящего у всех над головами. Тем не менее, несмотря на трагические события и предприятия,
предписания надзорных органов лагерь в Бирске продолжил свою работу. Ведь путевки были проданы задолго до ЧП. К сожалению, массовые проверки и повышенное внимание начинаются после очередного ЧП. Трагедия в бирском лагере «Чайка» обнаружила, что в республике нет единого подхода к организации детского отдыха. Принятые на федеральном уровне нормативы носят лишь общий рамочный характер. Проверяющих и надзирающих много, но у 7 нянек дитя, как известно, без глазу. По поручению Радия Хабирова под эгидой Курултая создана межведомственная рабочая группа, которая готовит дополнительные рекомендации к региональной программе детского оздоровительного отдыха. Чего ей не хватает, как вообще сейчас устроена эта система и кто должен отвечать за качество и безопасность детских лагерей. Об этом давайте поговорим сегодня с нашими гостями. Итак, Милана Маратовна Скоробогатова, уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан. Римма Амировна Утяшева, депутат Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, зампред комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов. И Виктория Геннадьевна Горбачева, руководитель Ассоциации детского отдыха и оздоровления Республики Башкортостан. Многие ее знают по известному детскому лагерю «Алые паруса». Итак, Римма Амировна, начнем с вас. Вы входите в межведомственную рабочую группу, которая была создана после трагического известного случая в бирском детском лагере. Так? Скажите, почему вот эти вот группы по проверке детского отдыха создаются после ЧП? Как вообще осуществляется контроль за организацией детского отдыха в целом? Сказать, что вообще нет контроля ведь не было. Вот только накануне, до этой трагедии, мы специально слушаем здравчас, все совещания у Радия Фаритовича, как раз докладывала замминистра образования, что все хорошо, все лагеря готовы к открытию. И, по сути, все благополучно, все благополучно. В целом, какую-то идеологическую работу ведет Министерство образования. И вдруг через 2 дня случилась трагедия в Бирске. Конечно, мы тут же поехали, потому что была создана рабочая группа. Вот с Миланой Маратовной приехали. Я когда увидела вот этот лагерь, ужаснулась. И мне вот создалось впечатление, что сегодня эти лагеря отдыха, они смесь остатков бывших пионерских лагерей и плюс остаточный принцип по бюджетному финансированию сегодняшних лагерей. А вот кто должен? Много таких управляющих и направляющих организаций, начиная Минздрав, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, МЧС, пожарники, кого только нет. А не увидеть, вот что этот флагшток, где написано, что уже 2 года назад заменить, он какой-то, я даже не понимаю. Вы говорите конкретно про Бирский лагерь? Про Бирский, да. Чтобы это не, да, про Чайку. Не видеть, что он опасный не только для маленького, так, он споет, любого человека мог убить. Римма Амировна, понятно, что нарушения, как обычно, выявились вопиющие. Ужас. Но ведь лагерь перед тем, как запустить, да, его же проверяли. Запустили, все хорошо. Милана, почему это стало возможным? Там же были и представители разных надзорных ведомств. Вы знаете, мы когда с Риммой Амировной поехали, то, конечно, мы попросили нас сопроводить и службы МЧС, и Роспотребнадзор. Для нас было важно понять, кто не усмотрел, кто не доглядел, почему флагшток все-таки сломался и упал. Дело в том, что оказалось, что никто не хотел брать на себя ответственность. Вот со своими шорами пожарник сказал, это вот так. Роспотребнадзор сказал, это вот так, за флагшток никто не отвечает. У меня правильно складывается ощущение, что если соблюдать все необходимые требования, я уверен, их миллион, то можно вообще не открыться. Я правильно? Виктория, вот поправьте меня, если я не прав. Если буквально соблюдать все требования. Был опыт сбора нормативной документации, у нас есть. Там порядка 98... В «Алых парусах». Ну, мы или в ассоциации? Ассоциация делала этот материал. Около 98 нормативных актов, которым должен соответствовать лагерь. В реалиях, ну, я не знаю, наверное, ни один лагерь не соответствует этим требованиям, потому что, как правильно было сказано, это наследство Советского Союза, еще постсоветское пространство, 90-е годы, 2000-е, когда было тяжело. Сложное соблюсти? Бюджет. Надо уложиться в стоимость путевки? Да, конечно. Надо определиться, что мы хотим. Вот мы посмотрели. Римма Амировна, вот ко всем вам вот у меня крамольный вопрос. Ну, я умею считать и вычитать. Вот минимальная стоимость путевки 17 тысяч, да? В республике. Я правильно говорю? В республике, в муниципальном лагере. Длительность путевки 21 день. Да. Получается, что ребенок содержится в лагере на 800 рублей.
Это где-то ближе уже не к пионерскому лагерю, а к исправительному трудовому. Как можно на 800 рублей ребенка кормить, содержать, учить чему-то, да, наполнять досуг? Как это возможно? Руслан, я не знаю, но в Черемушках 21,5 тысячи стоит путевка, и они говорят, что я предлагаю, чтобы на этот вопрос ответили все-таки люди, которые к этому не имеют непосредственного отношения. Понимаете, мне вот интересно. 21 тысяча это для человека, но для государства это не 21 тысяча. Руслан Михайлович, да. Конечно. Бюджет выделяют муниципальным лагерям на капитальный ремонт, на закупку оборудования, оплата. Это сама путевка, это питание. Это в основном... Ну, не только питание, да, конечно, может быть, педагогический персонал, калькуляция, но это далеко не все затраты, которые обходятся государству, если это государственное или муниципальное. Мы даже сегодня не знаем, сколько это нужно. Ну как, может быть, знаем, почитать надо. Этих денег хватает? 17 тысяч? Да. На что? Вообще ни на что. Нет, конечно, какую-то часть расходов они закрывают, и, безусловно, родителям это необходимо. Какая должна быть стоимость путевки, пусть даже по рыночной цене, чтобы ее хватило на все? Ну, я думаю, что не меньше 25 это точно. Вот у меня вопрос к Иване. Скажите, а вот как вы считаете, какие направления наиболее важны при организации детского отдыха? Ну, понятно, безопасность. Вот для меня, я уверен, для всех безопасность ребенка стоит на первом месте, но он же там занимается и другими вещами. Дело в том, что сама безопасность, она многогранная. Безопасность – это не о том, чтобы там ступеньки не падали, да, чтобы срабатывала пожарная сигнализация. Чтобы периметр охранялся, чтобы посторонние не заходили, да? Охрана была, электропроводка была целая, там, здания были крепкими. Но ведь в безопасность входит в том числе и безопасное питание – это здоровье. Потому что отравление в лагере – это страшная вещь. Да. Это здоровье самих детей, это работа медицинского пункта и невозможность телефонной связи, например, для того, чтобы срочно вызвать ребенка жизнь и здоровье, понятно. Но это же еще не все, наверное. Не все. Следующий момент очень важный, связан напрямую с безопасностью – это воспитательная работа. Это то, какие вожатые работают, какая программа в лагере, насколько вожатые являются... дети заняты? Конечно, это не просто занятость. И чем они заняты? Потому что ребенок в силу своей психофизических особенностей возрастных, он все время будет исследовать этот мир. И если его не организуют, он организует это самостоятельно. Заполнит пространство. Он заполнит обязательно. Так устроен мозг ребенка, он должен научиться вот в этот период времени до 21 года. Он всегда будет исследовать. В любом случае ответственность лежит на руководителе. Как бы мы ни пытались найти кого-то, кто еще захочет за это отвечать, на самом деле никто не захочет. Но если бы была действительно система, которая бы помогала, не только приезжала проверять, но и помогала, то есть создавала инфраструктуру. Ну, в частности, давайте возьмем, допустим, кадры. Да? Потому что кадровый вопрос для сезонных лагерей – это больная тема. Значит, педагоги еще не закончили, потому что у них дневные лагеря, студенты еще не доучились, потому что у них сессии. Кадры, вообще все вообще категории? Все. Или только вожатые? Нет, это все, и обслуживающий персонал. И повара, и персонал, все. Конечно. Почему на аутсорсинг передают питание? Потому что невозможно найти нормальных специалистов на 3 месяца работы, и чтобы они вам и то, и все, и, как говорится, и ждец, и кузнец, и на дуде, и грец. Уважаемые гости, мы продолжим наш разговор после просмотра сюжета. На детский отдых в республике в этом году из государственного бюджета выделены 1 миллиард 834 миллиона рублей. Это на 51 миллион больше, чем в прошлом году. По предварительной статистике, 211 тысяч детей отдохнут в оздоровительных лагерях и санаториях, а 360 тысяч в пришкольных лагерях. Наша задача, чтобы дети все-таки все живы-здоровы вернулись, отдохнувшие, окрепшие, насколько позволяют условия, вернулись домой все. На территории Башкирии организацией летнего отдыха официально занимаются 2652 компании. Все они внесены в единый реестр под контролем Министерства образования, который ведется в каждом регионе после трагедии на Сямозере в Карелии в 2016 году. Но, как показала практика, наличие единого реестра не гарантирует стопроцентного безопасного отдыха. Давайте начнем с чего? С чего? В феврале месяце у нас составляется реестр. Реестр лагерей, которые могут работать. В Октябрьском, да, не только, по всей Башкирии. Когда получает разрешение основной документ на деятельность лагеря. В феврале уже, да? Когда получают?
в мае. Путевки в летние лагеря продаются задолго до основных ведомственных проверок. Минимальная стоимость круглосуточного пребывания ребенка – 17,5 тысяч рублей. За такие деньги работают муниципальные организации. Максимальная цена – 42 тысячи. Это путевки в ведомственные лагеря. Вы знаете, вот, например, 21 300 рублей за 21 день – это нормальная, приемлемая цена в наше время, я думаю. Поэтому у нас шестиразовое питание, очень хорошее, постоянно под контролем. А это Салават, ведомственный лагерь «Газпрома», один из самых дорогих в республике. Здесь путевка стоит 42 тысячи рублей за 21 день. И его руководитель считает, что это честная цена, в которую входит дорогая охрана, клининг, аутсорсинг питания, большое число вожатых. Все же такой лагерь – пример. Современные постройки, современная мебель, новые детские площадки. Директор лагеря считает, что любой руководитель при желании сможет добиться такого же. Но на это понадобится несколько лет. Знаю многие муниципальные лагеря, в которых руководители не заинтересованы, хотя приложить усилия, смекалку, как сказать, рвение к работе, может из ничего создать что-то. Мы в студии программы «Честно говоря» обсуждаем безопасность детского отдыха. И вот вопрос, Милана Маратовна, скажите, если в 2017 году уже был принят на федеральном уровне закон, который давал полномочия регионам создать свою базу под себя, такую, которая удобна им, да, с учетом местного колорита? Конечно, нужно федеральное законодательство, конечно, надо делать республиканское законодательство, но для того, чтобы его делать, надо понимать, что. Ну вот что, а так как в летнем отдыхе на сегодняшний день так много пробелов, и порядка 2, наверное, десятилетий, вот Виктория, наверное, подскажет, да, когда по большому счету тащили ресурсы из прошлого, как-то решаю задачу сегодняшнего дня. Но, по-моему, ресурсы из прошлого уже исчерпаны. Но они исчерпались, да. А к новому, скажем так, выделению денежных средств, потому что не получится организация летнего отдыха без грандиозного, беспрецедентного вливания денежных средств. Нужно финансирование данного проекта, организация летнего отдыха. Должна быть система Министерства образования по детскому отдыху. Вот этот штат надо вывести. Вообще очень интересно задан вопрос врачу, педагогу и детскому правозащитнику. Сколько это стоит? Возможно, есть опыт других регионов, я не знаю. Сегодня мы не готовы назвать сумму, с другой стороны. Но я не знаю, что с этим делать. Вот было такое понятие в 80-х годах – человеческий фактор. Я не понимаю, почему приезжает по 18 комиссий, и никто ничего не видит. Ведь мы прекрасно должны с вами понимать, какое бы ни было федеральное, региональное законодательство, мы что, должны прописать в этом региональном стандарте совесть, честь, ответственность, вообще совесть за то, что ты будешь получать деньги, за то, что ты работал в этом лагере, за страдания ребенка. Как? Поверьте мне, иногда даже у нас, такое есть выражение, глаз замыливается. Поэтому иногда, когда происходит взгляд со стороны, объективный, добрый, не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы исправить, предотвратить, предотвратить какие-то проблемы. Конечно, он необходим. Но вот сам вектор разговора, я сейчас думаю о том, что, знаете, как будто бы у нас вообще полный кошмар. Да нет. У нас полно прекрасных лагерей. И поверьте мне, многие люди готовы за это отвечать и приезжают, и смотрят, и делают. Но все равно один случай, но такой, который перечеркнет все мыслимые добрые намерения и дела. Есть в этой рабочей группе организатор детского отдыха, непосредственно участник рынка. Вот я сейчас сижу, думаю, а мы ведь их не включили даже в рабочую группу. Я уже вернусь, обязательно скажу. Конечно, есть хорошие учреждения отдыха, но они не собраны как-то точно. А этого поэтому должна быть система. А систему организует Министерство
Министерства образования Республики Башкортостан. Встречный вопрос. Вот вы говорите про Министерство образования. Мы их приглашали на эту передачу, и они сказали, что они очень косвенно относятся к организации детского летнего отдыха, только в плане содержательного наполнения воспитательной программы. Они уполномоченные. Вот да, мы сейчас задаем такой же вопрос Министерству труда и социальной политики. Закон. Рима Амировна, задаем такой же вопрос по поводу детского отдыха Министерству труда и социальной политики. Они нам отвечают, что мы отвечаем только за обеспечение путевками отдельных категорий детей. То есть никто ни за что целиком не отвечает. Вот мы об этом и говорим. Виктория Если сказала, на законодательном уровне, на законодательном уровне они не понимают. Я прошу прощения, если что, сидеть будет директор лагеря. Только. Да не дай бог. Спасибо, мы вернемся к разговору через несколько минут. Пока все внимание общественности было отвлечено проверками детских лагерей, в социальных сетях появились публикации детей с хэштегом «Спасем алые паруса». Известный детский лагерь с большой историей и традициями вдруг оказался на грани закрытия. Что с ним происходит, разбирался наш корреспондент. На закрытии смены в легендарном уфимском лагере «Алые паруса» дети, как и положено, выглядят отдохнувшими и довольными. Но в воздухе висит напряжение. Накануне дети запустили в соцсетях флешмоб под названием «Сохраним лагерь «Алые паруса». Всему виной стали слухи о том, что собственник территории лагеря в лице завода «Гидравлика» ведет переговоры о продаже этого земельного участка. 6 гектаров земли в живописном месте, прямо на берегу реки, со всеми коммуникациями. Действительно лакомый кусок. В качестве возможного покупателя называется имя известного в республике предпринимателя. Если это закроют, то прям я не знаю, прям очень-очень грустно будет. Мы очень надеемся до последнего, что это не произойдет. Надежда умирает последней. Слухи о продаже территории лагеря руководство «Гидравлики» не подтверждает, но и не опровергает. Тот факт, что на защиту алых парусов встали известные в республике люди, говорит о том, что разговоры о продаже земли не беспочвенные. Ситуацию под контроль взял руководитель башкирского исполкома партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров. Для него, как и для десятков тысяч уфимцев, алые паруса – глубоко личная история. В 90-х он работал здесь физруком. В его воспитанниках ходил будущая звезда хоккея Андрей Зюзин. Он убежал с отрядом в белую купаться. Я его пинками обратно возвращал в отряд. Председатель Общественной палаты Башкортостана Ольга Панчихина в «Алых парусах» не только долгое время работала, но и познакомилась здесь с будущим мужем. Продолжая семейную традицию, сейчас здесь работает ее дочь. Это действительно дом для многих, не только для меня, для многих семей. Наши дети выросли, и сейчас они передают те ценности, те, наверное, традиции, которые заложены здесь не одним поколением. Эти традиции заложены еще более старшим поколением, чем мы. И, конечно же, это здорово, если это сохранится и приумножится. Мы понимаем, что чтобы это дальше жило, сюда нужно вложение. И Ахмадинуров, и Панчихина не только выступают за сохранение территории за лагерем «Алые паруса», но и привлекают внимание общественности и государства к тому, что лагерь заслуживает реконструкции. Прискорбно то, что здесь за 30 лет мало чего поменялось. Если не сказать, что почти ничего не поменялось, вот бассейны появились. Это говорит о том, что предприятие «Гидравлика», с одной стороны, спасибо, что оно все-таки поддерживало жизнь, но с другой стороны, развития оно не давало. Смогут ли ребята снова вернуться сюда следующим летом, неизвестно. Ни один взрослый не может ответить детям на этот вопрос. Как бы резюмируя, вот в нескольких предложениях, вот давайте по очереди, скажите, пожалуйста, что все-таки, не все ведь так страшно, да? Работает? Что все-таки вы хотели бы изменить? Что есть хорошего, а что нужно изменить? Ну, во-первых, мне кажется, должны все четко понять, что отдых и оздоровление детей летний, каникулярный, какой угодно, это абсолютно отдельная, специфическая сфера, потому что нигде в другом месте, кроме интернатов, дети не пребывают 24 часа в сутки. Здесь они находятся 24 часа в сутки. Поэтому все, что с ними происходит, должно происходить по определенному алгоритму и сценарию в этом месте. Это, во-первых, все должны это понять. И в первую очередь, естественно... В первую очередь государство? Конечно. Конечно. Мы все время пытаемся детский отдых куда-то присоседить. Да? Присунуть. То, значит, давайте мы Министерство образования, они там нет. То Министерство труда нет. Все вот так вот, да. Значит, на самом деле
деле, как бы кто ни отказывался, он будет существовать. Потому что если все эти дети окажутся на улице, необходимость, конечно, то я вас уверяю, мы будем иметь гораздо больше проблем. Спасибо. Рима. Обязательно вот в осеннюю сессию продолжим работу в рабочей группе, создать республиканскую программу именно правительства Республики Башкортостан в лице Министерства образования Республики должно нести ответственность. Именно при Министерстве образования должен быть вот этот отдел. Мы в республике, мы можем создать такую программу, имея таких помощников, и к 2020 году мы должны создать хороший отдых. Идет десятилетие детства. Дети – наше будущее. Милана. Но я бы, наверное, разделила свой ответ и свои пожелания, и свое видение на две части. Первая часть – это материальная. Материальная, потому что мы все-таки, я вернусь к тому, что мы должны признать, что решение и проблемы, и вообще видение, как должен проходить детский отдых, это вопрос экономический. Прежде всего. Прежде всего. И второе. Второе, наверное, тоже очень важное. Я бы все-таки очень хотела, чтобы каждый человек признал, что детство – это единственное привилегированное население планеты, которое без ответственного взрослого жить не может. Да. И он всегда будет гибнуть, ребенок, если рядом безответственные взрослые. Он не должен гибнуть. Я повторю, и если ребенок гибнуть, экономить на этом нельзя. Нельзя. С этим трудно не согласиться. И, уважаемые гости, большое вам спасибо за честный разговор. Спасибо большое. Ну что, Руслан, горячий был разговор, что скажешь? Ну, разговор был живой, интересный, и, что очень важно, актуальный. И вот у меня есть совершенно четкое ощущение и понимание того, что сегодня система детского летнего отдыха в России нуждается в совершенствовании, причем на федеральном уровне и законодательно. К сожалению, это понимание приходит вот через кровь, через трагедии, через человеческие жизни. Знаешь, я одного не понимаю. Сколько должно произойти трагедий, чтобы на этом государственном уровне приняли все законы, правила, регламенты, которые бы защищали наших детей на все 100%. Такова наша действительность. Тебе слово. Детская безопасность очень чувствительная для нас всех тема. Недаром каждое происшествие с ребенком, в том числе и в летних лагерях, отзывается огромным общественным резонансом и острой болью в наших сердцах. Как допустили? Почему не спасли? Куда смотрели взрослые? Стоимость путевки, конечно, важна, но для того, чтобы не пришлось платить за нее слишком дорогую цену, взвешивайте и думайте, кому вы доверяете своих детей, пусть даже на одну летнюю смену. Смотрите нас на канале БСТ. До свидания и берегите себя и своих близких.